Ну, начинаем свою выставку мы с обычных холстов. Можете подойти поближе, вот в этой витрине они представлены. Здесь мы показываем несколько разнообразных переплетений, в том числе и полотняное, самое основное, самое простое, когда нить уток и основа переплетаются через одну. Здесь у нас есть конопляные, льняные холсты, но чтобы те, кто это не различает только на слух, могли как раз увидеть фактуру ткани. Есть у нас и саржевое переплетение. Здесь самые разные заготовки, когда верхняя одежда, так, например, и для портянок, можно и так сказать. Если есть такой холст из мономатериала, например, конопляный, льняной, то есть у нас холст, где основа это конопляные нити, а вот уток уже шерстяные нити. Обычно такие холсты шли на изготовление верхней одежды. Тоже на это можете обратить внимание. Ну и первый наш зал посвящен именно искусству выбранного качества. Оно такое разноцветное, очень красивое. Выбранная техника, она своеобразная. Нить основы, она идет, мы знаем, что сверху вниз, уток идет поперек. Вот здесь два утка обычно в этой технике. Один уток делает основу, а второй узорный уток, то есть благодаря нему у нас появляется вот это многоцветие. В данном случае мы открываем нашу выставку с красивой коллекцией занавесей, как и татарской, например, чаршау, так и башкирские у нас занавеси здесь представлены. Они очень красивые, здесь узор проведен не по всей длине полотна, а лишь фрагментами, то есть между узорами мы видим само основное полотно. В этом, собственно, заключается выборная техника, и у нее есть еще изнанка. Очень красивые цвета, сперва, если это были цвета естественных красителей, то потом, благодаря открытию химиков, появляются анилиновые красители, и мы видим вот такое многоцветное узорочье. Но если к классическим башкирским шаршам мы привыкли красного цвета, то вот мы показываем одну из очень красивых таких вот занавесей. Здесь у нас орнамент строится по принципу повторения многоугольных фигур, некоторые строятся по принципу сот или медальонов. И есть вот такой очень красивый шаршам, посмотрите, он такого темно-фиолетового цвета, очень необычный оттенок, очень красивый. И здесь такой знаменитый орнамент, это гнезда, ромбы с продолженными краями. Но выбранная техника, она характерна не только для таких монументальных изделий, как шаршау, например, но и для более маленьких нательной одежды. В том числе вот здесь у нас показаны головные птицеобразные уборы низовых чуваши. Это сурпаны, вот два из них, и налутная повязка у нас вот здесь идет сурпан Ту-3. Здесь тоже выбранные узоры. Они могли выполняться хлопчатобумажными нитями, так, например, и шерстяными нитями ганус. Дальше у нас показаны скатерти, это ашьяулок, две башкирские у нас скатерти, очень красивые. Здесь сочетаются две техники, это пестрец. Это вот такие полосы и клеточки получаем на ткани, и выборное качество. Вот здесь мы видим, что есть кайма, и есть основное поле, где монотонно повторяется узор. Но благодаря его колористическому решению он не кажется монотонным. Ну а позади вас, если вы повернетесь, мы решили показать коллекцию нашей нательной одежды, которая украшена также выбранным орнаментом. Здесь у нас показаны две башкирские рубахи, они очень интересные, одна конца 19 века, у нее крой старинная, если мы посмотрим, то увидим под рукавом и между боковинами ластовицы, и вот такая оборочка, которая находится под грудью, что подчеркивает как раз старинный крой этой рубахи. Ну и также здесь показана рубаха начала 20 века, здесь воротничок у нас отложной, оборочка у нас отсутствует, это у нас одежда характерная для северо-западного региона, таким характерным оттенком желтого цвета, очень красивым. Если старинную одежду смотрим, то там либо лимонный оттенок встречается, либо вот такой более темный, желтый насыщенный цвет, очень узнаваемый и очень красивый. Дальше мы говорим о фартуках. Костюм башкирских и татарских женщин, он входит в конце 19-го, начале 20 века именно как праздничный элемент костюма. И здесь мы видим башкирский фартук и татарский. Обратите внимание на сходство его с занавесью шаршау. Мы видим такие же полосы, и центральное место на подоле занимает орнамент, который вполне может повторять розетку на одном из занавесей. Здесь также мы показываем фартук удмуртов и вот чувашский передник. Но вот у чуваши передник стал элементом национального костюма праздничного издавна. Дальше у нас показана домотканая одежда мишари, очень интересная. Здесь эта рубаха у нас выделяется еще чем? Что сам холст был соткан в 1870 году, а вот рубаха шита в 30-е годы 20 века. Поэтому некоторых может смутить вроде бы очень интересный старинный узор и достаточно современный крой. Также эта рубаха еще показывает то, что народы жили постоянно в взаимодействии. Вот такие вот кисти, украшающие подол рубахи, они характерны для башкирского орнамента. Поэтому наши экскурсоводы, наверное, будут получать такие вопросы, почему вот именно орнамент на такой рубахе повторяется. Это как раз показывает этническое взаимодействие и контакты. Здесь у нас показаны удмуртские рубахи, здесь сочетается клетчатый пестрец и также выбранные узоры. Вот для удмуртской рубахи характерна такая планочка, воротничок, стойка и оборка, расположенная на талии.
Ну, не обошли вниманием и мужской костюм. Есть в нашей коллекции вот такие колоритные мужские штаны с широким шагом. Это характерный подарок башкирских невест своим женихам. Распространены они были в северных районах. Посмотрите, какой узорный холст, мало того, что есть полосы, и такой растительный орнамент, который добавляет динамику. Показали мы его вот таким образом неспроста, потому что все эти брюки, джинсы, которые мы носим с вами, это штаны с узким шагом. Наши с вами штанины сшиты между собой. А вот здесь между штанинами присутствует широкая прямоугольная вставка, к которой присоединяются штанины, и есть еще и клинышки. Надо сказать, что женские штаны по покрою мало чем отличались от мужских, лишь размером. Также ни один мужской костюм не обходился без пояса. Вот у нас внизу показан тканный башкирский пояс. Он шерстяной, предназначался он для повязывания поверх одежды в холодное время года. И есть вот такие два русских пояса. Они очень интересные. Если вы подойдете поближе чуть попозже, то вы увидите, что на них вытканы слова. Здесь у нас просматривается слово «Господи», там тоже некоторые фразы. Этот пояс, например, был выткан в женском монастыре в городе Уфе. Ну, раз мы заговорили о скатерти, то, наверное, взор притягивает вот эта скатерть. Очень яркая, динамичная, с красивым орнаментом, с таким ромбовидным, характерным. И, конечно же, полотенца. Полотенца у нас здесь все праздничные, техники выбранного качества. Основной мотив располагается обычно по средней линии. Это такие сложно составленные розетки. И есть вот такие ряды бордюров, которые оформляют основную композицию. Здесь у нас показаны башкирские полотенца, сотканные в разных районах. И здесь показаны еще и татарские полотенца. Они тоже красно-белые, характерный орнамент, но мы здесь немножко отошли и решили показать вот такую белую колористическую гамму, чтобы не сливаться воедино. Ну вот таким образом в этом зале мы с вами поговорили о выбранном качестве, а в следующем зале нас ждут экспонаты, сотканные в бранной технике и иных. Бранная техника качества была очень распространенной в нашем крае, особенно в конце 19-го, начале 20-х веков. И она была присуща многим народам. Здесь мы показываем башкирские полотенца. Посмотрите, бранная техника, она двусторонняя, то есть узор с изнанки имеет негативное отражение. И вы никогда не скажете, какая сторона лицевая, какая изнаночная. Только ткачихи могут, конечно, эти нюансы отследить, но для обычного человека обе стороны могут считаться лицевыми. Вот все у нас три полотенца показаны с двух сторон. Вот в той же красивой технике у нас соткан башкирский фартук. Очень колоритный и яркий, несмотря на то, что всего два цвета обычно чаще всего используются. Ну а вот у нас здесь на стене показаны марийские полотенца, это вот такие узенькие слева и справа. Большое длинное полотенце, оно татарское, а вот чуть выше это русского населения. То есть техника одна, узор, конечно же, отличается манерой декорирования. Например, у марийцев появляется бахрома, дополнительно еще и пестрить, а вот сама техника остается неизменной. В той же бранной технике мы представляем концовки русских полотенец, и вот у нас есть концовка женского птицеобразного убора тастара. Но все мы знаем, что тастары чаще вышивают, у нас достаточно хорошая коллекция концовок тастаров вышитых, есть и сам цельный головной птицеобразный убор, но есть и вот такая уникальная концовка 19 века, где орнамент соткан в той же бранной технике. И, говоря о чувашских птицеобразных уборах, он тоже здесь показан. Ну и не менее интересной техникой является закладная. Поверхность ткани, она ровная, но вот узор очень четко очерчен. Мы видим четкие границы, и чаще всего они выкладывались уступчиками, зубчиками. Иногда вот пространство между фигурой и основной тканью выделяется просветом. То есть, если мы посмотрим на свет, то видно, что между узором и основой остается небольшое пространство. Это у нас очень колоритная башкирская скатерть. Кстати, в башкирском декоративно-прикладном искусстве закладное качество не использовалось для украшения одежды. То есть бытовые предметы, да, конечно, это скатерть, это полотенце, например. Есть и занавесы шаршав, которые сотканы в этой очень интересной технике. Накладная техника обычно сочетает в себе выделение центрального поля, и есть кайма, чаще всего в виде зубцов, либо просто оформленная пестрядью. Ну а говоря о полотенцах, то практически всегда центральная композиция — это мощный узор из двух, одной розетки, приковывающий внимание, и полоса, которая окаймляет, собственно, узор. Цвета здесь очень четкие. Благодаря вот этой технике выделяем красный, черный, зеленый, желтый, оранжевый, зеленый, то есть вот такие характерные цвета. Но вот и появляется фиолетовый оттенок, который достаточно очень современен. Ну и не менее интересна многоремезная техника. Ремизки — это нитчинки на ткацком станке. Чем их больше, от 3 до 24, тем сложнее получаемая фактура ткани. Вот посмотрите, техника одна, но народы разные. Это у нас башкирская скатерть. Здесь у нас показаны 2 русские и 1 белорусская скатерть. Вот на скидку вы вряд ли скажете, какой этнос соткала эту скатерть. Настолько техника диктовала свои условия. То есть эта техника позволяла выполнять небольшое количество узоров. Это обычно шашечки, концентрические круги, полоски.
квадраты, но вряд ли вы найдете двух одинаковых таких вот изделий. Каждая мастерица все равно вносила свое. И монотонность вот этого узора разбавляла многоцветие нитей. Пятиремезная техника. Чем пятиремезная от многоремезной отличается? Вот если посмотрите на многоремезную, то поверхность гладкая, а вот у пятиремезной она уже рельефная. То есть здесь контур узора, он выпуклый. То есть есть особые нюансы, есть и восьмиремезная техника, но она здесь не представлена. Вот при входе в зал у нас есть маленькие аннотации, то есть посетитель может получить информацию для себя. Там мы дали определение всем вот этим техникам, которые у нас представлены в залах. Ну и также мы говорим о пестреде. Ткань пестрая, собственно, от этого получила название. Пестредь бывает двух типов. Это полосатая пестредь, вот она у нас, например, представлена, и клетчатая. Здесь мы говорим о мужском костюме. Это вот русская рубаха, марийская рубаха и вот такие башкирские штаны, тоже самым широким шагом, но здесь уже нет выбранного орнамента. В той же технике соткана марийская занавес, тоже вот она присутствует. И одежда. Здесь у нас также марийский комплекс. Это платье тувыр, кафтаны шовыр, очень с характерным полосатым орнаментом. Ну и говоря о чувашском костюме, то вот у нас показана здесь полосатая пестредь и клетчатая. Надо сказать, что первоначально у Чувашии и Башкортостана одежда была из отбеленного полотна, но уже с середины 19 столетия она становится пестрединой. Пестредь была более практичной, прочной и не так она и пачкалась. Здесь мы показываем как раз как полосатую темно-синюю, так вот и клетчатую красных охристых тонов. Ну а на стенде у нас также представлена рубаха крешен, это крещенные татары с характерным орнаментом клетку. Крой очень интересный, оборка присутствует, но она одна большая и она продолжает подол рубахи. И здесь мы показываем уже платье удмуртов, для них характерно сочетание черных, лиловых, синих, желтых тонов. И вот есть у нас необычная полосатая, такая немножко среднеазиатские мотивы, да, навевает. Вот мы же знаем, что в нашем регионе очень часто использовали шелковую ткань эдрес. И вот здесь, видимо, мастерица, вдохновленная вот той палитрой, как раз создала вот такую ткань. Ну и не обошли вниманием мы такую деталь гардероба, как юбки. Вот у нас юбочка из конопляного холста. И также юбки пестрединые, как русские, так вот и белорусская у нас показана. Ну и заготовки. Мы все знаем, что обычно долгими зимними вечерами ткали холст. Это у нас заготовка для чувашской рубахи, а вот это заготовка для башкирских штанов. Ну и начали мы с вами нашу небольшую экскурсию с отбеленного полотна, и логично мы завершаем также отбеленной тканью. Здесь у нас два комплекса. Это вот чувашская рубаха как раз из отбеленного холста льняного и комплекс мордовской одежды, где рубаха пана дополнена верхней распашной одеждой рыцаря. То есть, несмотря на то, что ткань она белая, она еще украшалась и вышивкой, но холст был очень интересный. И здесь мы показываем также домотканое башкирское полотенце, также из отбеленного холста. Ну вот на своей небольшой экспозиции мы постарались показать разнообразные предметы, осветить разные техники. У нас и в экспозиции присутствуют какие-то предметы, но они как бы в контексте общего нашего повествования. А здесь мы уже уделяем пристальное внимание той или иной технике. Мы думаем, нашим посетителям будет достаточно интересно выбрать, сравнить, так как мы их сгруппировали именно по техникам качества, и уже будет возможность непосредственно смотреть на изделия того или иного этноса, сравнивать орнаменты, узоры и уровень мастериц.